концептуальные, конкретные, этимологические какие-то моменты по поводу данного обсуждения. Надеюсь, в будущем будут обязательно планироваться какие-то круглые столы, семинары, коллоквиумы, где неторопливо ученые смогут обмениваться мнениями. И судя по Олжас ага, видно было, что он именно, конечно, очень сильно этого хочет. Но разрешите начать свое выступление с того, что новый труд Олжаса Сулейменова, который буквально на днях достиг символичной и многозначной, по отношению к нему можно даже сказать, уверен, со мной согласятся все участники нынешнего Международного научного форума, сакральной датой, цифры 8-8, рубежа 2 семерок, пронизан мудростью и знанием. И самое главное, выраженным желанием поделиться с человечеством своими открытиями в важнейшей сфере интеллектуально-культурного развития Homo sapiens. И именно сегодня, когда серия открытий в сфере квантовой физики, GPT и искусственного интеллекта практически до неузнаваемости и кардинально преобразила весь мир, существенно сдвинув все базовые координаты, к сожалению, в ряде таких стран, как, например, наша, это еще не почувствовали и не прочувствовали, что только еще более усилит для них эффект наступления запоздалого прозрения. Да, именно сегодня заявленная поэтом ученым проблема может позволить людям, вглядываясь в далекое прошлое, выстроить единственно правильную, выверенную опытом тысячелетних побед и поражений стратегию гуманного и достойного человеческого общежития. Идеи и мысли Олжаса нельзя оценивать как литературные произведения, несмотря на то, что их излагал писатель. Их неправильно рассматривать под микроскопом скрупулезного и педантичного ученого. Это не политическая, макрокультурная декларация всему человечеству. Потому что концепция археология цифр, шумер и происхождение арифметики, заявленная Олжасом Сулейменовым, и то, и другое, и третье одновременно. Это квинтэссенция логики и эмоций, науки и интуиции, вдохновенного творчества и тяжелого труда. Литератор скажет, маловато образности и метафоризма. Язык слишком логичен, и повествование последовательно и лаконично. Ученый заметит, что работу бы украсили ссылки на отдельные мнения ученых хотя бы в плане фиксации их солидарности с теми предложениями, которые высказываются автором. Политолог отметит, что для проведения глобальных параллелей цифровизации нужны системные подходы, а не фрагментарные этимологии отдельных знаков. И каждому из таких критиков будет казаться, что он по-своему прав, и им будет невдомек, что они упустили самое главное – понимание значения и предназначения этого документа, который приоткрывает завесу важнейшую сферу познания и воссоздания истинной истории человечества, происхождения эволюции культуры и разума на примере новой, инновационной, комплексной методики анализа собственно языковых и экстралингвистических, археологических, этнографических, ритуальных, религиозных, палеографических, визуально-психологических, мифологических и других атрибутов древности. Действительно, с древних времен многие ученые изучали происхождение цифр. И Боэций в своем труде арифметики, и Плиний Старший в своем произведении «Естественная история», и Йоганнес Кеплер, и Леонардо да Винчи, и многие другие писали о связи между знаками римских цифр и естественными объектами, включая форму 5 и ладони. Идея о том, что знак 10 представляет собой два знака 5 по 5, то есть число 10, тоже является общим местом во многих работах. То же самое можно сказать про интерпретации 4, 6, 9, 10 и так далее. В учебниках латинского языка присутствует рассуждение о том, что 1 восходит к пальцу, 5 к ладони, на которой 5 пальцев, 10 – это 2 ладони, то есть 2 пятерки. Однако Олжас Сулейменов впервые в истории науки и культуры реконструирует всю цепочку цифрового ряда глубже и шире, привлекая данные древнекитайских, протоарабских, шумерских, проиндоевропейских, прототюркских, палеоиндейских и иных источников. Автор указывает, открывает целые новые направления для науки будущего. Без догм и предрассудков сухих академических подходов
или расплывчатости поэтической фантазии. Конечно, такое под силу не каждому. Здесь нужны не только знания и умения. Ценно бескомпромиссное, необоримое стремление познать далекие и важнейшие истины, несмотря ни на какие трудности и препятствия. Важно иметь талант предвидения и предугадывания в тех случаях, когда официальная наука молчит и бездействует. Казахи говорят, что такие люди рождаются раз в 100 лет. Позволю себе с этим процитировать слова самого Олжаса, написанные им ровно 55 лет назад, в 1969 году. В юбилейный год 2 восьмерок, думаю, красиво обратиться к 2 пятеркам. Над каждым из сущих зреет в небе звезда. Да, и в этом гениальность нашего великого земляка, в том, что он видит и чувствует на себе боль всего человечества, в том, что он видит и чувствует то, что завещали нам далекие предки, в том, что он видит наш завтрашний день, который однозначно не будет таким радужным и безоблачным, если мы не развернем государственную машину в сторону знаний, культуры и искусства, в сторону духовности и одухотворенности, в сторону признания приоритета нематериальных ценностей над материальными. В том, что он всю свою жизнь посвятил не громким лаврам судьбоносного политика, а он мог бы им запросто стать. Не яркой славе суперплодовитого поэта, для него это тоже не составляло труда. Не вечно почетной роли дипломата, и им он бы мог продолжать оставаться вполне успешно. Нет, последние десятилетия он посвятил неблагодарному, непопулярному, крайне трудоемкому и абсолютно никем не финансируемому, если сказать по-казахски, труду, который наш народ сравнил с долей колодцекопателей, роющих землю маленькой тонкой иглой. Точнее, трудно передать. Многие достижения Олжаса Сулейменова, которым мы гордимся, совершены вопреки обстоятельствам его жизни, в ущерб своему здоровью. Благодаря его несгибаемой воле и всеобъемлющей любви к своему народу и родной истории, а также необоримому желанию везде докопаться до правды и острому чувству справедливости. Именно поэтому его концепция крайне важна и нужна, и именно поэтому у нее большое будущее. В качестве заключения выражаю солидарность с конкретным предложением организаторов данного международного форума по включению в состав культурного наследия ЮНЕСКО протореликтов важнейшей общечеловеческой лексико-семантической группы названий и зримо-визуальных объектов первых палеоцифр, в свою очередь наглядно подтверждающих важный тезис единства происхождения человечества и взаимной сопричастности исторических судеб разных народов и народностей на планете Земля. И высказываю опять под конец то пожелание, которое обозначил в начале, обязательно, пожалуйста, вот Институт сближения культур и мировых цивилизаций, необходимо проводить простые рабочие семинары, офлайн и онлайн, сейчас это позволяет интернет, на которых и молодежь, и студенты, и профессиональные ученые могут, не торопясь, в формате вопросов и ответов излагать свои позиции, защищать и продвигать идеи Олжаса Омаровича. Я думаю, он с удовольствием будет наблюдать за этим очень увлекательным процессом. Большое спасибо. Спасибо, Ерден Задач. Большое спасибо. Действительно, что значит специалист? Сразу нам разложили, да, семантика, да, семиотический анализ концептов, которые представлены в самой концепции археологии цифр. И действительно, вы нам хорошо напомнили еще раз о вкладе Олжаса Омаровича Сулейменова в распространение знаний, в интеллектуализации вообще нашего региона и вообще стремление вообще показать интеллектуальную историю мира через цифры. Большое вам спасибо. И ваш как раз вот этот вот месседж о необходимости таких форматов, да, проведения обсуждений, концепции в том числе, да, которая, я думаю, должна действительно широко обсуждаться и, может быть, даже ее включить в учебно-образовательные процессы, да, в университетах. Я думаю, она очень важна. Спасибо большое.